Какое средство лучше всего отбеливает древесину? И сейчас мы об этом узнаем. Мы сделали с вами два эксперимента. Отбелили брусок и отбелили доску. То есть, чтобы у нас не было ошибок, чтобы мы точно понимали, какое реальное средство лучше. Что мы видим? Первое. Неомид. Использовали неомид. Хорошее, распиаренное, дорогое средство. Цена 590 рублей. 23 рубля 590. Объем одинаковый. Что мы имеем? Значит, неомидом обработали в первом случае. Мы видим черноту. Дорогой, а подвел, а я его всем пиарил. Дорогое средство, качественное. 590, вот эта баночка. И я всем своим заказчикам говорил, берите, не пожалеете, мы сами обрабатываем. Да, оно помогает, но как видите, чернота-то осталась. Это первый эксперимент. Далее, Зервуд. Начал применять его только в этом году. Показал себя неплохо. Смотрите, лучше, чем неомид. Чернота легкая есть. Иней. Новое тоже для меня средство. Вообще не распиаренное, не слышал о нем никогда. Но посмотрите, как прекрасно себя показал. Древесина белая, а была, смотрите какая. Была чернота полностью. Иней лучше всех отбелил, получается, древесину. Ну и второй эксперимент. Мы добавили еще четвертое средство. Это белизну. Обычный бытовой отбеливатель для белья. Я подумал, он на хлорной основе должен отбелить, но просто все. Давайте посмотрим, что произошло. У нас, значит, была доска абсолютно черная. Это видно. И 23 рубля 590. Знаете, какой эффект? Просто сногсшибательный. Вы офигеете. 23 рубля 590. Объем одинаковый. Концентрат хлоркой так пахнет, что жуть. В машине пролил запах. Блин, сейчас машину надо отмывать. Хлоркой тарит. Дико. Дико просто. Эффект. Раз, два, три. А эффекта нифига. Удивил. Реально. Эффекта вообще не было. Я аж удивился. Значит, не только хлорка должна содержаться. Есть еще другие отбеливающие средства конкретно для древесины. Содержатся вот в этих жидкостях. Значит, иней хорошо себя показал опять. Реально классное средство. 100% крутое. 100% крутое. Зервуд прекрасно себя показал. Тоже 100% крутое средство. Ну классное же. Неомид. Чернота, чернота. А вот он подвел. Он реально подвел. Итог. Какой мы с вами делаем итог? Распиаренное дорогое средство за 590 рублей оказывается неэффективно. Оно просто распиарено. И оно разводится еще 1 к 1. То есть 1 литр химического состава на 1 литр воды. Намешали, получили 2 литра. То есть за 590 рублей мы получаем 2 литра. Далее Зервуд показал себя шикарно. Так же, как и неомид. Разводится 1 к 1, то есть мы получаем 2 литра. Цена у него 390-380, то есть на 200 рублей дешевле, чем неомид, но эффективнее. Иней показал себя прекрасно. Это готовый состав, его бодяжить не надо. Стоит примерно 370 рублей. Также, но объем только 1 литр. Здесь мы за эти деньги получаем 2 литра, здесь 1. Ну и обычный отбеливатель 23 рубля неэффективен вовсе. Значит так, лично в нашем, моем рейтинге первое место это Зервуд. Цена и качество. Не получилось в первом слое обработать, не все ушло. Применили вторым слоем, уйдет. Далее иней, но по объему он проигрывает. Мы получаем за 370, я считаю, дороговато. Если небольшие участки, да, выгодно, но если большие объемы, лучше Зервуд. Третье место меня подвел, это неомид. Четвертое место никакое, последнее, просто ради участия, белизна. У меня есть еще пятое средство, мощное пятое средство. Оцените. Давайте посмотрим. Пятое, сногсшибательное, которое просто отбелит за раз все. Вот любую черноту уберет. И ждать не надо. Реально мощное. Показать?
Сейчас покажу. А вот и пятое средство. Болгарка со шлифовочным кругом. Сейчас шлифану и все вам покажу. Чернота! Смотрите, какой черный. О, какой гладкий, приятный становится. Смотрите, свежак. Очень приятный, свежий, аккуратный. Ну что, дорогие друзья, могу сказать, если у вас пиломатериал почернел с наружной части дома, просто отбелите его и все. А если пиломатериал почернел внутри дома, особенно когда стены были строганными, то лучше шлифануть. Вы этим придадите стенам гладкий, ровный и изящный, прекрасный внешний вид. Дорогие друзья, спасибо, что были со мной, провели со мной этот интересный эксперимент. До встречи. До встречи. Пока. Пока-пока. Всем пока. Реально было интересно. Но мне да. Мне было очень.